Здравствуйте, в эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. Житель Амгинского района осужден за убийство 2 человек и поджог. По данным Следственного комитета, в ноябре прошлого года мужчина пришел в гости к знакомым, где они начали распивать спиртные напитки. В ходе застолья женщина ушла спать в комнату, а между мужчинами началась ссора. Конфликт перерос в драку, и гость ударил ножом хозяина дома. От полученной раны мужчина скончался на месте происшествия. От шума проснулась сожительница погибшего, которая стала следующей жертвой. Эксперты насчитали на теле погибшей множество ран. Женщина также скончалась на месте происшествия. Совершив убийство, мужчина поджег дом и сбежал. На следующий день он был задержан у себя дома. Мужчина признался следователю, что очень разозлился на поведение потерпевшего. Суд приговорил его к 21 году лишения свободы в колонии особого режима. Кроме того, он обязан оплатить моральный вред – 2 миллиона рублей. Конфликт в Оленеводческом стойбище в Верхоянском районе Якутии привел к смерти. По сообщению Следственного комитета, расследование уголовного дела в отношении 37-летнего мужчины уже завершено. Следствием установлено, что 4 марта на территории Оленеводческого стойбища 5 его работников распивали спиртные напитки. Когда 3 мужчин легли спать, между 2 оставшимися возник конфликт. Причиной послужило недовольство одного из мужчин тем, что приятель не доливал ему спиртное. Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой обвиняемый до такой степени избил потерпевшего, что он скончался через непродолжительное время. Подозреваемый был задержан и дал признательные показания. На данный момент уголовное дело направлено в суд. Полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве с ювелирными изделиями в Якутии. По сообщению регионального МВД в полицию Якутска обратился владелец одного из ювелирных салонов и сообщил, что неизвестный сдал в магазин подделку. Украшение, которое клиент заявил как выполненное из белого золота 750-й пробы, на поверку оказалось сделанным из хирургической стали. Подозреваемым оказался 36-летний мужчина без определенного места жительства. Выяснилось, что он специально прибыл из Санкт-Петербурга сбыть ювелирные изделия, выполненные из низкопробного золота и других металлов, под видом дорогостоящих украшений. На данный момент выявлено 5 эпизодов, совершенных подозреваемым по этой схеме в Якутске. Общий ущерб, причиненный владельцам ювелирных салонов и ломбардов, составил порядка 500 тысяч рублей. Следователи предполагают, что это не полный список его преступлений. В его отношении возбуждено уголовное дело. Расследование еще продолжается и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Житель Нерюнгри подозревается в грабеже. Местная жительница обратилась в полицию с сообщением, что у нее открыто похитили 7 серебряных колец. Как оказалось, 40-летний подозреваемый уже не раз судим за кражи, грабежи, хулиганство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Установлено, что в день происшествия потерпевшая выпивала в квартире в компании знакомых. Во время застолья у подозреваемого и возник умысел. Он ударил женщину кухонной доской и открыто похитил украшения, после чего покинул квартиру. Выяснилось, что мужчина продал похищенное неустановленному лицу за 150 рублей. Возбуждено уголовное дело. Индия в воскресенье эвакуирует тысячи человек из низменных районов вдоль западного побережья. С Аравийского моря на регион движется тропический циклон Тауктай. Он еще не достиг своего апогея, но уже унес жизни 6 человек на Гоа и Карнатаке. Подробности в репортаже Анастасии Дмитриевой. Циклон Тауктай, сформировавшийся в Аравийском море, принес проливные дожди и ветры, которые повредили дома и вырвали с корнем деревья в некоторых частях Западной и Южной Индии. По данным официальных лиц, по мере продвижения циклона на север, 6 человек погибли в западных штатах Карнатака и Гоа. Глава последнего сообщил о сотне разрушенных домов и поврежденных линиях электропередачи. В Гоа сообщалось о 2 смертях. Одна произошла в северной части, где на голову девушки упало дерево. Вторая смерть произошла, когда электрический столб рухнул на ехавший скутер. Почти 150 тысяч человек переселены из деревень и низменных районов вблизи побережья, говорится в заявлении правительства штата Гуджарат. Синоптики прогнозируют, что циклон обрушится на его территорию в понедельник вечером или во вторник утром. Ожидается, что к тому времени сила ветра достигнет 48 метров в секунду. Метеорологическое агентство также предупредило, что может произойти затопление путей эвакуации. До 21 мая ожидаются и перебои с железнодорожным сообщением. Национальный комитет по управлению кризисными ситуациями провел в воскресенье встречу с представителями различных штатов и сообщил, что развернуто около 80 групп по борьбе со стихийными бедствиями. В регион направлены спасательные и армейские команды, силы военно-морского флота и береговой охраны, а также корабли и самолеты.
Это был обзор чрезвычайных происшествий. Берегите себя и до встречи в эфире.